Довольно сумрачным осенним утром мы выехали из Уфы. Впереди у нас длинная дорога. По самым грубым подсчетам нам предстоит проехать около 2000 километров. Это значительно больше, чем от Уфы до Москвы. Двигаясь на восток, мы пересечем Уральский хребет, выйдем на его азиатскую сторону. Закончив дела там, мы вернемся в Европу. И еще исколесим значительную часть башкирского предуралья. А целью нашего путешествия является рассказ о земле Тамьян. Чем обусловлен столь необычный маршрут, спросите вы? Ответ – особенностью исторического расселения тамьянцев. Если обратиться к карте башкирских родов, то можно видеть, что тамьянская земля представляет собой два анклава, один из которых расположен в Абзелиловском и Белорецком, а второй в Мелюзовском и Куюргазинском районах. Кроме того, отдельные селения тамьянцев дисперсно рассеяны по территории ряда муниципалитетов западной части Республики Башкортостан. Их потомки также проживают в Муслюмовском районе Татарстана и Осикеевском районе Оренбургской области, поэтому мы заглянем и туда. Одним из ранних памятников башкирской литературы является сказание о Чингисхане. Данное название условное, поскольку в дошедших до нас рукописях оно именуется по-разному. Одна из ранних копий сочинения, хранящаяся в Национальной библиотеке Франции, именуется «Чингисханның дафтаре», то есть «Тетрадь Чингисхана». Считается, что текст произведения был составлен не ранее 1-3-17 века. Однако есть основания полагать, что он сложился в более ранние времена, возможно, в XIV-XV веках. Данное произведение является переработкой древнейшего памятника монгольской литературы «Тайная история монголов». «Тайная история монголов», написанная в XIII веке, была тенденциозным сочинением. В нем молодой Темуджин, то есть будущий Чингисхан, показан довольно слабым, мстительным и малодушным человеком. Историк Лев Гумилев писал: «Следовательно, мы имеем право заключить, что перед нами политический памфлет». Автор поставил целью доказать, что не хан, а доблестное монгольское войско создало империю. Еще более тенденциозной история его возвышения представлена в сказании «Тетрадь Чингисхана». Автор выражает мысль, что только благодаря помощи беков ряда башкирских кланов Темуджину, скрывавшемуся в горах от мести родственников, удалось стать ханом. В благодарность за поддержку в критическую для него минуту Чингисхан собрал их для раздачи атрибутов власти. Когда дошла очередь до предводителя тамьянцев, он воскликнул: «Эй, Тамьян-бей, пусть твоим деревом будет тополь, птица и ворона, боевым кличем Тутыя, тамгой – крюк». Под спудом веков причина автономно-вассального статуса Башкирии в составе Монгольской империи была основательно забыта. Объяснение давал политический миф, созданный 2-3 столетиями спустя и изложенный в тетради Чингисхана. Данный текст, став своего рода башкирской конституцией, был самым влиятельным после Корана на протяжении многих веков. Показательно, что, поднимая восстание в защиту своих земель, башкиры апеллировали к чингизидской юридической традиции, говоря, что свои вотчины они получили от наших мусульманских ханов, то есть чингизидов, вассалами которой некогда были сами рюриковичи, чьи вотчинные права также были утверждены ордынским правительством. Поэтому русские цари, пришедшие в XVI веке на смену монгольским ханам и декларировавшие преемственность власти, просто обязаны были признать за башкирами их вотчинные права. Разница состояла в том, что на Руси в конечном итоге из 1000 удельных князьков-вотчинников остался один вотчинник-царь. А в Башкирии, где возобладали демократические тенденции, вотчинником стал весь народ. Лексикограф Владимир Даль авторитетно свидетельствует: народ башкурт разделился с незапамятных времен на племена, или, как их называют у нас, на волости. У каждой волости свой уран, то есть отклик, своя тамга, рукоприкладный знак,
свое дерево и своя птица, разданные, как верит народ, самим Чингисханом. Тамьян-бей, легендарный предок тамьянцев, якобы был в числе тех, кто присутствовал при этом акте. Это говорит о том, что в период формирования сказания «Тетрадь Чингисхана» клан Тамьян был одним из самых влиятельных в Башкирии. Перед нами село Кагарманов Белорецкого района. Это одно из самых северных селений башкир рода Тамьян. Именно здесь, по преданию, похоронен легендарный предводитель тамьянских башкир князь Шагали Шакман, который во второй половине XVI века принял русское подданство, присягнув царю Ивану IV. Тамьян ырыу башлыгы Шагали Шакман кенез мәңгелеккә килеп төя киткән коткыр каһарман йөренә рәхим итегез. С группой местных жителей направляемся на кладбище села Кагарманово, где по преданию был похоронен князь Шагали Шакман. У входа сразу бросается в глаза четырехугольное сооружение с насыпью внутри него и мемориальной доской. Мында таштар бар ине. Тек билдегене халганда, билде халып таш койгандар. Кургу не түңгәрәтеп ташын койгандар. Мына ошоны хамак таштары. Шуны хамак. Ну таштар белинеп ята ине. Мына балал таби белинеп ята бит. Таштары белинеп ята ине мына мак. Әзер таштар тугы, кайна ослы, кайна бейгрәк. Шуны хамак. Ну түңгәрәтеп алын кайна. Мына ошо Шагали Шакман. Таш булмаган, языула булмаган аның, языула без койдык. В честь усопшего много веков назад князя была прочитана молитва. 95 жылдан бері діни оланда мәсет төдіп 2007 асқайны. Кеше әдет болды, алхамдулилlah, кешелер йөрү башланды мәсетке. Яштар авылда қалған, о еш жоқ бит инде нейде. Шу вакытлар йөрөйдер көптәре авылда. Шу фермерлар да эшләйдер инде. Шу мәктәп бит инде мына 9 елдык хәзер. Балалар алхамдулилlah бар әле мәктәптә. Мына хәзер агас 5-6 ел көтелер ош йөрет. Үдүдә агас үтә. Агас аламай. Бүгүндә даже кыр утынга алып булмай. Бара кеше төдө алхамдулилlah авылда үтә айдап, мат өйдер матурая. Шу мал арканда яшәйбез. Слово «князь», звучавшее из уст жителей села Кагарманово по отношению к Шагали Шакману, это не эвфемизм, а прямая цитата башкирских шежире и архивных документов. В шежире рода Тамьян из архива Уфимского научного центра РАН написано «Князь Шагали Шакман». Говоря об этом шежире, нужно понимать, что это не столько шежире, то есть родословное, сколько текст, восходящий к жалованной грамоте царя Ивана IV, поскольку на его русский перевод ссылалась имперская администрация как на юридический акт. Из 4 родов башкирских, а именно Усерганский князь Бекбов, Кипчакский князь Мушевлы-Каракузяк, Бурзянский князь Искибей, Тамьянский князь Шагали Шакман по призыву ездили в Казань к государю-царю и великому князю Ивану Васильевичу о принятии с родами в подданство на размежевание земель, по которому прошению, а по указу его великого государя, а по принятии в подданство пожалованы тарханами. По указу его императорского величества дана сия копия из Оренбургской палаты гражданского суда во исполнении постановленной в 29-й день мая 1823 года резолюции
поверенному 9-го башкирского кантона Каракипчатской волости башкирцу Рахимкулу Байгузину с грамотой 961 года. 961 год хиджры пророка Мухаммада соответствует 1554 году христианского летоисчисления, что, по всей видимости, является результатом описки, так как в Тамьянском шежере стоит другая дата – 964, а это уже 1557 год. Именно под этим годом в Никоновской летописи имеется запись: «В Казань башкирцы пришли, добив челом, и ясак поплатили». Очевидно, речь идет об одном и том же событии, историческое значение которого можно понять, лишь представив себе политическую ситуацию того времени. В 1552 году царь Иван IV штурмом овладел Казанью, после чего разразилась так называемая Казанская война, то есть военные действия между остатками ханских войск и вооруженными силами Московского царства. Дело в том, что башкирские тарханы с характерными для эпохи феодализма представлениями о личной службе сюзерену часто находились по разные стороны линии противостояния. Кто-то служил казанским ханам, кто-то сибирским, а кто-то касимовским, которые были вассалами Москвы. В 1556 году сопротивление в Казанском крае было подавлено. В том же году пало Астраханское ханство. Желая прекратить кровопролитие, Иван IV, согласно Никоновской летописи, обратился к участникам конфликта. Чтобы шли к государю, не боясь ничего, а кто лихо чинил, тем Бог мстил, а их государь пожалует. Понимая, что власть чингизидов в Поволжье пала окончательно и бесповоротно, в следующем 1557 году главы 4 башкирских кланов откликнулись на мирную инициативу царя. Этой дате посвящен монумент дружбы в Уфе. Царь подтвердил вотчинные права 4 башкирских кланов – Кыпчак, Бурзян, Усерган и Тамьян. Решение их глав, князей Каракужака, Искайбия, Бигбау и Шагали-Шакмана, стало примером удачного выхода из режима междоусобицы и анархии для предводителей других властей. Следует сказать, башкиры гордились тем, что, цитирую, «пришли под протекцию их величества сами собою, а не так, как другие государства, силою и войной приведены в подданство». Представления тогдашних людей были чужды современной концепции деколонизации, которая культивирует комплекс народа-жертвы, упивающийся ресентиментом и требующий моральной, а иногда материальной компенсации за прошлые обиды. В XVI веке подобное трудно было себе представить. Понятие тех времен можно было выразить 2 афоризмами: «Победители не судят» и «Горе побежденным». Отсюда понятна гордость башкир за то, что они не были порабощенным народом. Неизвестно, понимал ли всю глубину написанных им строк народный поэт Башкортостана Мустай Карим, но он чутко уловил этот нюанс. «Народ мой не был рабски покорен. Пусть был он нищ, не нищенствовал он. Носил он саблю только потому, что не хотел надеть суму». К слову, башкиры считались богатым народом. Обнищание, связанное с массовым расхищением башкирских земель, наступило лишь в конце 19-го, начале 20 века, на которое пришлось детство поэта. Был бына без әле торган ер иске кышлау дип атала. Вакытында Шагали Шакмандың баллары күбәгә инде мал товарларга ашатырга үлән йетмәй башлаган. Булар яйдап, ошо Урал тауы буйлап таралгандар. Шул бына ошо иске кышлауга килеп яшәй башлагандар инде. Солык менән заниматься иткәннәр, ат, кәзә, хәер тоткандар. Шул бер солыгы мына тора ул мәлдән унан хуңрак булганмы инде, но безнең авылдың кешеләре төгеп заниматься иткәннәр инде, әйтеп. Солык менән. Корт солык. О том, что здесь некогда жили люди, действительно свидетельствует бортевое дерево, на стволе которого видны углубления для опоры при подъеме наверх. В лексике местных тамьянцев имеются уникальные слова, которые не встречаются у остальных башкир и которые нередко вызывают недоумение. Бездә атайдың
ағаһы или әсейдің ағаһы булһа, ул апа була. Минән олорак кыз кеше булһа, ул апай була. Хоть ике туган булһын, хоть нисек булһын, ул әсей кешенән бәләкәсерәк була, ул апай була. Атай кешенән, әсей кешенән олылары апа була. Ну, диалектика, может быть, шулайдыр. Действительно, в других районах Башкортостана, кроме Белорецкого или Абзелиловского, обращение «апа» к старшему брату отца или к мужчине пожилого возраста может вызвать недоумение, поскольку там его поняли бы в значении «тетя». Однако ничего курьезного в этом нет. В архонских памятниках древнетюркской рунической письменности данное слово встречается часто. В малой надписи в честь Культигина говорится: «Вы, сыновья мои и младшая родня, народы, племена, крепящие свой эль. Вы, беки и апа, что справа от меня, тарханы и чины, что слева от меня». Апа архонских надписей используется в значении «предок» и «старейшина». Как видим, в языке тамьянцев сохранились рудименты древнетюркской лексики. Местный говор относится к восточному диалекту башкирского языка. Biz ahiretler ansambli oyuşturğas bizge haqqalдар gerek buldu. Şundan ilikinen qarap, burungulardan qarap haqqal istenim. Haqqal istegez kızıqınıp, lezzetlenip, ballarına eleştenim, uzun eleşlenim indi. Haqqal ilik gel kömüşten bulgan tenkeleri. Neleri? Бұл хәзер бездә мусактар элек анда Аральскийдан әпкилгән мәрҗендәр булгандар. И аларның нәйдәрелә вис көмеш булып, аларның узоздары ла борынгы сабуган. Кызлар тормышка кияүгә сыкканда һәр беренә хакал биргәннәр. Хакалды элек бер башмакка хатып алгандар. Шул хакал белән барган килен бай килен булып шутталган. Упомянутые рукодельницей коралловые бусинки Аральского моря теперь можно считать лишь напоминанием об уже почти высохшем водоеме. Орала уже нет, но аральский коралл еще украшает старинные сакалы. Мына был хакалды минең әсәем баскан. Ул хакалга бер 50 яшь бирәһе бар инде. Был Тамян ырыуның хакалы мына ошо өстне белән булырга тиеш. Әсәй эшләгән хакал был. Мына был да Тамян ырыуның нәһи белән эшләнгән был Тамян ырыуның хакалы дип атала. Кускары – солярные символы, непременный элемент башкирского орнамента. Собственно, кускар – это племенной баран, чьи завитые рога первобытное сознание ассоциировало со спиралью и, значит, вечным движением. Не случайно среди находок скифо-сарматских курганов Южного Урала часто встречаются архары и другие подобные ему животные, являвшиеся в представлении ранних кочевников носителями божественной харизмы – фарна. Вот сколько аллюзий на различные сюжеты истории обнаруживает даже беглое знакомство с местной этнографией. Күбрәк материалдар менән таныштырып бару керек. Бигрәк тә укучыларга, яшьләргә, мына кем ул Шәгыле Шакман, кем ул каһарман, мына һәр берсе үзләренең тарихын тотып белһендер дигән нидә барабыз бит инде. Мына күп кенә саралар үткәреп барабыз инде шундай нигә мына 2019 ел Шәгыле Шакманның 500 елдыгында республика кимәлендә Шәгыле Шакманның юбилейын үткәрдек бит инде. Аллага шөкер, Әбелил яктарыннан да, икенче яктардан да күп кешеләр килде, мотор итеп үткәреп җибәрдек. Мы покидали село Кагарманово почти затемно. Наш путь лежал в соседний Абзелиловский район. Но перед тем, как открыть новую главу нашего фильма «Исследование», следует сказать, что в Белорецком районе есть еще одно село, жители которого причисляют себя к тамьянцам. Это село Шигаево, в котором мы побывали в 2020 году. Шагал Шакманның Сывак бей дигән улының улы Шыгай бей ошында йорт халып, башына башланып киткән. Бик күренекле, истәлекле был авылыбыз. В советское время здесь жил и вел религиозную деятельность в качестве имама
внук выдающегося суфийского шейха Зайнулы Расулева Шамсуддин Хазрат. Он втайне от властей продолжал традиции тариката Накшбандия в период воинствующего атеизма. В селе проживают его потомки, а Мухаммад Тулибаев был воспитанником Хазрата. В память об этом подвижнике ислама на вершине горы был совершен зикр – суфийский обряд поминовения Аллаха. Сегодня второй день нашего путешествия, и мы въезжаем в село Аскарово, административный центр Абзелиловского района. Аул Аскар изначально представлял собой селение башкир рода Тунгаур, который, будучи анклавом, находился в центре Тамьянской волости. Стоит взглянуть на карту башкирских родов, чтобы убедиться в этом. Вот тунгаурский аул Аскар или Абзелил, а вокруг скопление зеленых пунсонов, обозначающих селение тамьянских башкир. Последние составляют большинство всех населенных пунктов района. В современном райцентре Аскарова, насчитывающем более 9000 жителей, проживают уже не только башкиры-тунгаурцы, но и представители других башкирских родов и даже других национальностей. Первым делом мы посетили местный историко-краеведческий музей, неоспоримой жемчужиной которого является коллекция работ выдающегося башкирского живописца, народного художника СССР Ахмата Лутфуллина. Его произведения экспонируются крупнейшими российскими и зарубежными выставками. Здесь же находятся рисунки и картины, которые мастер подарил своей малой родине, неизменному источнику творческого вдохновения и идей. Не случайно его художественный стиль был определен как башкирский неореализм, что само по себе выделяло его на фоне господствовавшего в ту эпоху соцреализма. Среди экспонатов мы увидели старинные кольчуги, которые в прошлом имел почти каждый башкир, а также вездесущие кускары, но теперь в форме войлочных аппликаций. Мен көптен һезді көргім келеді. Менен болған мечтам сол ине. Мен баштан білмәнім, біз Шағали Шақман нәсілі екенімізді. Менің бала сақтан атайым, өлесайым, нейдер, әр вақыт айта тұрғандарын. Біздің нәсіл Юнай қарттан, Юнай Олатан болған. Юнай Олатай бұдан негеде мұна әргелегіне мен көршілер құстындар яшаған орында болғанын. Упомянутый и отмеченный на родословном древе Юнай соответствует реальной исторической личности Юнай Тархану Юнусбаеву, жившему в середине XVIII века. Историк Анвар Асфандияров выяснил, что он был дальним потомком Шагали Шакмана, так что концы с концами сошлись. Таблица умножения yapılan şekilde gelip қарай тұрғандарын. Неше ұнатмадым шуны. Юнай болған, Юнайдан ұлы Йомай болған. Аны Қарағыш деп алып жүргендер. Ней болған. Йомайдан ұлы Кен болған, Ишбулат болған. Ишбулаттан соң Ейлау болған. Біздің ол Заурят Исаул нейінде болған. Из Юлдашева мы отправились к урочищу Караул-Таш, то есть Караульная гора. Оттуда нам открылся величественный вид на всю округу. Для старожилов она полна смыслов и аллюзий на сюжеты многовековой давности, отраженные в топонимии. Ошы Караул-Таштан Киряк вис көрінген. Ошы нейден артындағына нейдер көріне. Бірсінсі көлі, атауды көлдері көріне, олақтан нейдер келген тіптілерінде. Қалмақтар шул аранан келі бергендерді. Барымта яғып, ошында келі бергендер олар. Бұдан көп алыс түгіл. Айука бар, Айука хандың тұрған өрін Қарайылға, андалан ашу нейдер сулай хуғыштар болған. Мен атайым хейлетірайын, атайыма ата хейлеген отайдар. В начале XVIII века конница правителя калмыцкой державы Аюка хана по требованию Петра I неоднократно вторгалась в восставшую Башкирию.
Как выясняется, топонимия Абзелиловского района зафиксировала факт пребывания хана в здешних местах. 1740 жылда Қара Хақал восстание вақытында мынан біз тирек көрінген магнит найхынан крепосынан келген ғаскарды көріп сигнал бергендер мұнда. Мына осы жерден Қара Хақалды әлі көрдік, ана автотрайын, ана шында аның ғаскері тұрғанында. Ода қауышалмағандар, еңілгендер бетінде олар. Осынан Қасау, Қазақстан. Небольшое заболоченное и заросшее деревьями озерцо носит название «Болото Карасакала». Кучумович Хасан Байбулатов по прозвищу Карасакал был провозглашен башкирским ханом на последнем этапе кровопролитного восстания 1735-40 годов. Одно из последних сражений произошло на берегах реки Кизил, что протекает по территории Абзелиловского района. Карасакал был разбит отрядом полковника Павлуцкого, после чего бежал в казахские степи, где начался новый этап его жизни, похожий на авантюрный роман. Ул вакыттагы батша хөкүмәте безнең җирләребезгә килеп басып ала башлагач, нигәр каршылыктар күрһәтеп, яу күтәреп үзебезнең халкыбыз бергә чыккан вакытларында безнең ошо Әбүзәрбейдең нәселен дәвам иткән Салават Алаткуров исемле ир-егетте үзенең көнәе менән якындары, тугандары менән үзе бригада оештырып, нигә Кара Хакал менән бергәләп ошо нидән ихтилалга каршы чыгалар. Бына ошо нидәрдә, ошо вакыттарда инде унага был 1735-1740 елларга тап килә. Напоминание о событиях тех лет можно встретить повсюду. Например, в названии деревни Салаватово, основанной в 1674 году, но носящей имя жившего здесь полстолетия позднее, башкира Тамьянской волости Салавата Алаткурова, сподвижника Карасакала. Но то были дела минувших дней. А что сегодня волнует его потомков? Салават Алаткуровтың данын исеменә бәс төшермәсе өчендер. Безнең халкыбыз, авылыбызның халкы һәр вакыт бердәм һәм һәр вакыт ни булды, алдынгылардан булды. Бүген авылда иң неткәне бәкәлгә хуккан авылның халкында эшсезлек. Эш юк. Чөнки шуның өчен дә яшьләребезнең күбе кырга китә. Кырда йөреп эшләйләр. Был урындар безнең җирдә мал гыт игенчәс. Тик шуның белән генә шөгыльләнә торган җирдәр, әмма ләкин бүген аларның бере һәлә эшләнмәй. Буларга нәмә, кешенең ялкаулыгы дип әйтмәймен буны. Был тик нигездән сәясәттең тугры булмавында дип әйтәм. Әгәр дә хөкүмәт ихлас күңел белән караһа, нидәргә шул субсидияны күбрәк биреп, борынгы һымак әйткәндә, моны мәсәлән колхоздарды аренда, то есть амортизацияга бирделәр, тордылар техниканы, амортизацияны тотып алдылар. Бүген дә шундай система булган вакытында кеше эшләрен. Продукцияны хатам тиһәң урыны юк. Булыр кирәгене элекке хумак нидәр. Теге месокомбинаттар принимать итмәдик, дәрмәй теге элеваторлар принимать иттене, шуның һәм урындар булганда. Бүген бер генә месокомбинатта юк бит. Борын-борындан Магнитогорскида хата торган, хәзер анда лайын алмайды. Жителей Абзелиловского района выделяет неподдельное чувство любви к своей земле, искреннее стремление сохранить свою культуру, язык, идентичность, изучать и увековечивать историю своих деревень, своего рода и своей республики. Олатайларның һөйләп калдыру буенча Сурабатыр безнең иң зур олы олатай булган. Ул был якка Нөгөш буйларынан килгән дип һөйләп калдыргандар инде. Һәм ошо башкорт җирләрен Казактардан азат итү хугышларында һәлак булып калган. Һәлак булып калһалар, уның иендәр ошо безнең Субан авылынан егет алган. Уның бер иене Субан Исембетов, уның иене Исхак Исангулов 1712-14 елларда ватан хугышында Парижга барып итеп тирә кайткан. Һәм уның иене Ималетдин Якупов Рус-Япон хугышында 1904-5 елларда Порта турда яклап хугышканда үз Георгий тәрәһе менән бүләкләнә батша Николай икенчесеннән. Һәм ул безнең районда бердән бер кеше икән. Шуга район советы карары нигезендә безнең моны авылга шу такта таш куелды инде.
Такая, казалось бы, мелочь, как установка памятной доски, на самом деле является отражением важнейшего архетипа башкирского сознания. Ведь, по сути дела, перед нами фрагмент Шежере, воплощенный в куске гранита. Народ живет, пока жива его историческая память. Потому-то он тяжело переживает современные реалии, сопровождающиеся болезненным процессом разрушения привычного образа жизни. Вотчинное право, гарантированное монгольскими ханами, а затем русскими царями, в 20 веке было упразднено. Земля стала общенародной собственностью, с чем башкиры после ожесточенной борьбы на стороне белых смирились и в конечном счете приняли колхозный строй. Но вот с хозяйничанием на некогда общественной земле частных собственников, заботящихся лишь о личной наживе и наносящих ущерб окружающей среде, народное сознание смириться не смогло. Хищническая эксплуатация природных богатств, земли, лесов, водных ресурсов, в защиту которых неоднократно поднимались восстания, воспринимается здесь как высшая несправедливость. Башкорттар өздерінің урманына, тауына қожа төгілдер. Руда добывающий компанияларда энерготырышларларны әбел халқы бір-екі елік хақлап алып қалды, 40 тау бойын, һәм анда карьер османлылар бик зор бәлә булыр ине. Шулай городта бик бір вакыт безнең үрге Кызыл елгаһын буап, Магнитогорскига хау бирәбез дип маташтылар, ләкин халык каршы килделәр. Үрге Кызылды бирмәделәр. Безнең әбелдән дә егетләр, яшь гаиләләр бик китә Сибиргә, Тундра яктарына, Дальний Восток, Мурманск яктарына. Ну, сәбәпләре аңлашылып тора. Авыл yerində эш юк, яшьләр китәләр. Балаларны укытырга, яшәргә акча кирәк. Яшьләр бай районнарга барып, шунда эшләп, ул районнарның, ул республикаларның, өлкәләрнең бюджетын тултыралар, налог төләйләр, продукцияны һатып алалар һәм байыктыралар. Башкортстан ситтә торып кала. Шуга бездә бу хорабик борсый шуга. Шуга без уйлайбыз, обязательно әбиядәге районнарга халкына шундай план, региональный, республиканский корылтайда алып, авыл халкында яшьләргә эш организовать итү, балаларга укытырга бөтә условиялар куйыр кирәк дип уйлайбыз. Хәзер әбиядә ел һайын 2-3 мәктәп ябыла, башкорт мәктәпләре. На территории Абзелиловского района расположено озеро Яктыкуль, излюбленное место отдыха тысяч граждан страны. Забавно, что на Яндекс.Карте оно обозначено под своим официальным названием, а в Гугле как «банное». Последний гидроним используется жителями соседнего Магнитогорска, чей топонимический лексикон, вероятно, и был принят во внимание разработчиками карты. Между тем, историческое название «Маузыкуль», то есть бездонное, ненасытное, богаче по содержанию, ибо отражает научный факт. Озеро является самым глубоководным в Башкортостане. Его глубина составляет 28 метров. На берегу водоема расположен санаторий Яктыкуль, принадлежащий Республике Башкортостан, а также большое число турбаз, курортов, отелей, коттеджей, построенных Магнитогорским металлургическим комбинатом и прочими собственниками из соседнего региона. История приватизации прибрежных территорий является щекотливой темой, остающейся за рамками фильма. Ближайшим к административному центру Абзелиловского района селу Аскарово городом является Магнитогорск, причем во всех смыслах слова, как в географическом, так и в социально-экономическом. В Магнитогорске проживает чуть больше 400 тысяч человек. По переписи населения 2020 года башкиры в структуре населения города занимают вторую строчку после русских. Их 11,5 тысяч человек. Большинство – выходцы из Абзелиловского района. В реальности в городе живут и работают значительно большее число выходцев из башкирского Зауралья. Просто прописаны они у себя в районах. Магнитогорск қалаһы безнең Тамян ерендә ултырган, урынлашкан. Рахимов вакытында безнең Магнитогорскедән менән Башкортстандың Чиләбе өлкәһенең договорлары була торгайны. Ул договорды 3 ел һайын яңыртып эшләп килделәр. Һәм безгә шундай ул вакытта
зур ярдәм була торган ине. Шул договорлар булһа, һәр хәлдә безгә бик еңелрәк булыр ине. Башкорт теле ул бит инде безнең телебез безгә көзгө булып тора. Без көзгөгә көн һайын ничек караган һымак, без дә телебезгә шундай ихтирам менән карахак ине. Основание Магнитогорска стало одним из следствий поражения башкирского восстания 1735-40 годов. В ходе реализации проекта окружения Башкирии Оренбургской линией близ горы Магнитной, башкирское название Атач, то есть Петух, была заложена крепость. В первой русской энциклопедии Плюшара читаем: Атачи или Магнитная гора. По этой горе названа и недалеко лежащая Магнитная крепость, заложенная в 1743 году Кирилловым против мятежных башкирцев. Гора Атачи замечательна, во-первых, по многим богатым жилам магнитного камня. До последнего большого мятежа башкирцы весьма простым способом добывали из этой горы железо и в особенности отличную сталь. Но при начале мятежа в 1735 году разработка им воспрещена. Рыуым булыр тамян, асыл рухлы мең яшәр, әгәр кәрәкһә ялкыны, ил өстендә мең яшнәр. Башында торган шакман, ил йортымды яклаган, агас уран тамгаһы, азмы тарих хаклаган, асыл улдары, ышанысты аклаган, атайсалым уралым тип, яуда еңеү яклаган, яугирдәре бүркөттәй, әйтерһең дә корыстан, үткер күҙле, тапҡыр һүҙле, тамян ҡарт егеттәре, йәшәһен данлы тамяным, нығынһын быуындары, күркәм булһын киләсәге, кипмәһен тамырдары. В Зауралье и в Абзелиловском районе, в частности, множество пресных озер. Одно из них, гора Балыкты, знаменита палеолитической стоянкой Урта-Тубе или Мысовая, которая относится к ашельской культуре, датируемой, только вдумайтесь, от 800 тысяч до 100 тысяч лет назад. Это древнейшее поселение человека на Урале, правда, человека неандертальского. Йорттар яр буена етіп келе, яр буенда біздің федераль кемелдәге археология комарткалар бар. Олар Мысовая, Урта-Түбе һәм Кара балыклы туғыз. Бұл археологик казылмалар вакытында онда хатта тәү тормыш кешеләрнең йорттары табылган. Һәм иң кызыклыһы Кара балыклы туғыз стоянкаһында идәне таш плиталар менән эшләнгән йорт табылган. Менә без хәзерге вакытта өйдәребезгә таш плита төшәйбез дә, яңа уйлап сыгарылган төз. Ул турында тәү тормыш кешеләре үк белгәннәр. Мысоваяның тарихы 300 мең елдан ашу. Менә шундай комарткаларыбыз юкка сыгыр дип куркабыз. Шуңа күрә күл буена нисектер йорттар халуды туктатырга ине. Тип бөтә авыл халкын борсой бу мәсьәлә. Действительно, на берегах озера Кара-Балыкты и других водоемов Абзелиловского района, как грибы после дождя, возникают загородные дома и строения, угрожающие не только окружающей среде, но и памятникам археологии. Случаются и конфликты с местными жителями. Село обязано названием старшине Ташбулату Саидбаталову, сын которого, Галикий Ташбулатов, отличился в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии 1813-14 годов. Тамян халкы электен яугир халык булган. Һәм 1812 елгы хугышта безнең авылдардың яугирдәре 14-нче полк составында беренче булып Парижга инүчеләр рәтендә булгандар. Галикәй Ташбулатов Ташбат авылыннан Лейпцигтагы хугышта күрһәткән каһарманлыгы өчен изге Аннаның 4-нче дәрәҗәле орденына лайык булган. Хәзерге вакытта Тамян авылдары шулай ук матур, төзүк, халкы дәртле, ләкин шулай да безнең кайһы бер проблемалар, ул бәләкәй авылдардың бетүе. Бәләкәй авылдарда мәктәптәр ябыла һәм авылдар бетә. Шул ук вакытта бәләкәй авылдар безнең төп генофонд бит инде ул. Для каждого века истории у башкир-тамьянцев есть одна или несколько знаковых фигур, являющихся предметом гордости рода, но не только его, а всего народа и даже страны. Для 20 века
Таковым является герой Советского Союза генерал-майор Тагир Кусимов, командир самого боеспособного 275-го полка легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии. В райцентре Аскарова действует гимназия имени Тагира Кусимова, но в историю этого учебного заведения уже вписаны новые имена. Здесь учился герой России гвардии прапорщик Тамерлан Ильгамов, погибший в 2022 году в ходе СВО. Рядом с озером Яктыкуль находится деревня Кусимова, родина Тагира Кусимова. Там есть музей его имени, который мы не могли объехать стороной. По-римски лаконичная надпись, выгравированная на сабле генерала, отражает не только боевой путь башкирской дивизии, но и сам дух этого соединения, прошедшего с боями почти всю Европу. Надпись содержит всего 4 слова – «От Демы до Эльбы». Своей емкостью она вызывает ассоциацию с крылатым выражением «пришел, увидел, победил». Тамян ырыуы біздің әбел районда 70-тен ашау ауылда яшап келелер инде. Иң зур, иң күп тамяндар біздің әбел районда. Алар бүтәһе біздің районда гына түгел, бүтә республикала таралып яшап яталар инде, башка райондарда да бар инде. Үзебезнең халкыбызның телен, үзебезнең гореф-гадәтләрен белеп үстендәр тибезендә киләсәк булганнарда. Шуңа шундай максатта безнең аралаштарды йыйып, бергәләшеп эшләп киләбез инде. Оставив позади Абзелиловский район и город Магнитогорск, наша съемочная бригада берет курс на город Мелеуз и Мелеузовский район. Таким образом, мы вторично пересекаем невидимую границу между Европой и Азией, проходящую по Уральскому хребту. Магнитогорск – это Азия, а Мелеуз – Европа. Как свидетельствуют архивные документы, тамьянские земли в Зауралье именовались Кыр-Тамьянской волостью, то есть крайней или дальней. Территория вокруг современного Мелеуза именовалась Старой Тамьянской волостью, из чего видно, что именно здесь исходно обитали тамьянцы, и отсюда шло их расселение в восточном и западном направлениях. Тамьяндар ең бірінші бұлақтарға біздің күньяқ Башқұртстанға көсіп отырғандар. Иділ Нөгіш бойына һәм біздің Мелеуз райондағы Хукайлы елгалар бойдарында яшәгәндер. Артабан улардың бір өліші Әбиәли қазіргі Белорет райондары территорияларына көсіп барып отырғандар. Бұнда қалғаны қалған Иділ Нөгіш бойында. Бұрынғы замандарда біздің бабайлардың, ұлатадан хилау бойынша, олар бір-бірді хабай құраққа ерішкендер. Әбиәлілер бұлаққа, бәдікілер әбиәлі бұлар тағына құраққа бар бергендер өздерінің туғандарына. Мұна Советласы сұрында біздің оралар өділгені біз бүтіндей ештер білмей өстік. Өді біздің нәсілі бізді әйтек Белорет районында Шәғіл Шақманның күмілгенін һәм әбиәлі районында тамяндар барлығын біз білмейінік. Хүнгі елдардағына көді біз асылып тарихымызды үйрене башлағас, бір-бірімізді білдік һәм бір-бірімізге оралаша туғанлаша юри башладық. Мелеуз возник на вотчинной земле Башкир-Тамьянской волости во второй половине XVIII века как почтовый ям Оренбургского тракта, который в XIX веке превратился в крупное село, а в 1958 году стал городом. На его окраине находится деревня Тамьян, словно напоминание о родовой принадлежности здешних земель. В 14 километрах от Мелеуза расположена деревня Смаково, центр Арслановского сельсовета, второе неофициальное название Тамьян. Она носит имя известного вотчинника Тамьянской волости Исмака Касаева. В 1763 году Исмак Касаев в числе других башкирских старшин и вотчинников Ногайской дороги обратился к оренбургскому губернатору Волкову с предложением расширить масштабы хлебопашества в крае.
Для этого они просили позволить им нанимать работников и содержать кузницы. Все это было запрещено указами правительства как средство борьбы с башкирским восстанием 1735-40 годов. Авторы обращения, проявляя небывалый для XVIII века уровень экологического сознания, сетовали: «Еще же лес наш разного звания люди, не храня, рубят, а сверх того чинят пожары, а кои и истребляют. Ездящие на заводы с рудой люди те самые леса губят». Предприятия, о которых шла речь в письме, это Воскресенские и Верхоторские медиплавильные заводы, располагавшиеся по течению реки Тор. Первый был одним из старейших и крупнейших на Южном Урале. Русский историк XVIII века Петр Рычков, описывая собственность компании Твердышева и Мясникова, сообщал: Воскресенский, который между прочими их заводами почитается главным, построен прежде всех в 1745 году по Ногайской дороге в Тамьянской волости. После подавления башкирского восстания 1735-40 годов, пользуясь бессилием башкира и покровительством правительства, упомянутые предприниматели самовольно построили завод и лишь постфактум оформили сделку, выйдя с предложением по покупке земли к вотчинникам Тамьянской волости, которым ничего не оставалось, как продать ее. При строительстве завода вокруг была построена крепость. Она была деревянная, стояли башни деревянные, на них стояли пушки, орудия, и периметр охранял сотни солдат. И были сделаны подземные ходы. Они использовались в качестве эвакуационных, потому что время было неспокойное, были восстания и набеги. В годы Пугачевщины Воскресенский завод стал важной базой снабжения повстанческой армии продовольствием, а также пушками и ядрами, которые отливались мастеровыми. Однако затем он был разорен, что было одним из условий поддержки Пугачева башкирами. В частности, уходя с Южного Урала в Поволжье, он санкционировал сожжение Воскресенского завода своим полковником, походным старшиной Тамьянской волости Качкыным Самаровым. Біз мына Ағиділ мен нөгіштің қосылған жерінде, яғни нөгіш тамағында басып тұрабыз. Ұшы нөгіш тамағында 12-ші буатта 2 хейт ауылы болған. Әйтулері бойынша бір хейт нөгіштің ар жағында, екіншісі бұл жағында, бір жағында орнашқан болған. Бұл ауылда Емельян Пугачев жетекшілігіндегі крестьяндар соғысында жетекші болып қатнашқан Қосқын Хамаров яшаған. 2 хейт ауылы біткәс, Қосқын Хамаровтың нәсілі мына Ағилы бойында орнашқан, мұнан алыс түгіл Құтыш ауылына барып орнашқан. Һәм қазіргі күнде олар Сәғитов фамилиясында йөридер. Үзләренең данлыклы башкорт кешеһе Тамьян ырыуының иң ардаклы шәхесләрнең береннән икәнлекләрен яхшы беләләр. Үзләренең шәҗәрләрен төзегәннәр һәм шуның белән горурланалар. Качкын Самаров в 1771-72 годах был одним из командиров 3000-го корпуса башкирского войска, отправленного в Польшу против Барской конфедерации. По возвращении он включился в Пугачевщину, став одним из самых главных сподвижников народного царя. Он руководил осадой Уфы осенью 1773 года. Участвовал во множестве сражений, в одном из которых лично убил майора Осипа Тевкелева, сына палача башкирского народа генерала Алексея Тевкелева. Однако те времена давно отгремели. Ныне на месте бывшего завода действует арт-центр «Воскресенский завод», который стал популярным туристическим объектом. О страстях, кипевших здесь 250 лет назад, уже ничто не напоминает. Русские путешественники и писатели XVIII-XIX веков единодушно отмечали необъяснимую привязанность башкир к своей земле. Как писал историк Петр Рычков, башкирский народ ничего столь не уважает и не бережет, как старинные свои вотчинные земли, ибо, почитая их, нередко за них бунтовали и умирали. Другие авторы писали о сакрализации, одухотворении, эстетическом восприятии ими земли как некой ценности нематериального и некоммерческого характера.
Если уйти от романтического объяснения данного феномена и рационализировать его, то в основе упомянутых выше жалоб башкир лежал древнейший инстинкт продолжения рода, сублимировавшийся в отчаянную борьбу за сохранение природных богатств для последующих поколений. В Смаково имеется средняя школа, носящая имена башкирского батыра Арслана Акулова, отца ближайшего сподвижника Пугачева Кинзи Арсланова, а также известного башкирского писателя Дениса Булякова. Данное учебное заведение имеет богатую историю. Достаточно взглянуть на фотографии его выпускников, известных в республике людей, филологов, артистов, работников народного образования, журналистов, то есть людей, так или иначе связанных с башкирским языком, чтобы понять это. Төп бер зур проблемаларның бере ул үзебезнең туган телдә аралашмайлар балаларыбыз. Төп проблема шул. Без укытучылар менән, коллектив менән, улар менән аралашабыз, ата-әсәләргә әйтәбез. Ризык собраниеләрдә һәр вакыт туган тел турында мәсьәләләр күтәрәбез. Һәм үзебез мисал булып, үзебезнең туган телдә аралашабыз. Безнең саралар үзебезнең туган телдә үтә. Шул үзебезнең мәктәптең тарихына бәйләп дәресләр үткәрергә тырышабыз. Әдәбият дәресләрен, тарих дәресләрен, тел дәресләрен. Чөнки үзебезнең геребезгә килгәндә, без Тамьян җирендә, үзебезнең мәктәпкә килгәндә, без Арслан Батыр Акулов исемен йөрткән, Денис Буляков исемен йөрткән, үзебезнең халкыбызның данлыклы шәхесләренең исемен йөрткән мәктәптә эшләйбез, укыйбыз, балаларны укытабыз. Чөнки безнең халкыбызда меңәрләгән шаһит булып үткән бөек батырларыбыз бар. Шаһит булып үткән бөек ата-бабаларыбыз бар. Улар инде ерем дип, телем дип, динем дип үзләрен курбан иткәннәр. В живописном месте, близ одной из многочисленных излучин Агидели, есть деревня Старомусина, которая еще не раз будет упомянута нами по ходу нашего фильма-исследования. Селение носит имя сотника Тамьянской волости Мусы Сюярова, жившего в первой половине XVIII века. Двигаясь дальше, мы подъезжаем к другой тамьянской деревне Мамбеткулова, соседнего Куйргазинского района. Здесь открывается вид на гору Кунгак-Тау. Күнгөк тауы Оғилдің буйындашлай орнашқан Оғил елғағы түнияқтан келіп сығала, қапыл 90 градусқа бұрыла. Олай тұрмына Оғилдің тірхәге тейбіл, қапыл бұрыла бұл яққа таман түнияққа, күн сұғыштан. Шұмның іргәхінде Күнгөк тауы орнашқан. Ол бик символик мәғанәге ие тау Күнгөк тауы, онда қасандыр мадиярдар яшап кеткендер. Кунгак-Тау не просто символическое место, но, вероятно, объект сакральной географии тамьянцев. Не исключено, что здесь было место древних собраний, еенов, на которых поднимались вопросы всего клана Тамьян, уже в XVI-XVII веках, разбросанного по огромной территории от реки Яик на востоке до реки Большой Кинель, притока Самары, на западе. Не случайно именно на этой горе, как будет сказано далее, во время башкирского восстания 1735-40 годов скрывались тамьянцы, бежавшие из-под Мензелинска. Ошы Күнгөк тауы итәгенән 1212 елда төрле яктан башкортлар йыелып, ошында бергәләшеп 1212 елгы яуга ошы урындан юллангандар. Мен білуімсе, менің қарт олатайым Нигъматулла Сәңкебаев та ошы ерден кеткен. Ол хугышты үтіп сыққан, хугышта көрһәткән батырлыклары өчен 2 медалга лайык булган, Парижда алу һәм хугышта катнашкан өчен. Хугыштан имин-аман кайтып, ул адактан инде йорт старшинаһы булып, дәүләткә хезмәт итүен дәвам иткән. Әлеге көндә Күнгөк тауы безнең халык өчен ниндидер бер изге урын булып тора. Ел һайын монда халык йыела һәм безнең менә ошо тирә-яктагы халыкта Күнгөк байрамы дигән байрам да бар. В декабре 1918 года под Стерлитамаком и Мелеузом шли тяжелые бои между наступавшей 20-й Пензенской дивизией Красной армии и частями башкирского корпуса русской армии в числе 1-го и 2-го кавалерийских полков, а также Юрматынского, Табынского и Тамьян-Катайского добровольческих отрядов. Однако в феврале 1919 года Ленин пообещал признание Башкирской республики в составе РСФСР в обмен на переход на сторону советской власти и открытие фронта против Колчака.
В новом советском органе власти Башревкоме видную роль играл Муса Смаков, уроженец деревни Смаково, потомок ее основателя Исмака Касаева, занимавшийся вопросами просвещения. Однако его пребывание в стане белых не было забыто большевиками, поэтому в 1936 году он был репрессирован как башкирский националист. Этим сюжетом программа нашего пребывания в Мелиузовском районе была исчерпана. На следующий день неожиданно выпал снег, что, однако, не изменило наших планов. Уралы битләвендә туган яу килһәп корал алган ак батша янына баргас батырды икән Тархан ут йөрәкле каһарман ырыуы уны Тамян ете улга аттай булган безнең Шәгали Шакман. Несмотря на ухудшение погодных условий, мы продолжаем наше движение. Впереди у нас Миякинский район, что на юго-западе нашей республики. Здесь также имеются селения башкир рода Тамьян, расположенные вдалеке от вотчинных территорий Тамьянской волости. Долина реки Демы представляет собой обширную ландшафтную зону, которую в средние века облюбовали башкиры рода Минг. Позднее здесь на правах припущенников поселились представители других башкирских родов. Село Тамьян-Таймас Миякинского района, основанное в 1761 году, представляет собой пример такого явления. Ауылға тауға көсіп келушілер әбиялил Беларит районнары сегінде яшәгәннәр. Верхноуральск иядының Тамьян волысы старшинасы Таймас Котлин ярдәвендә аларны менә шул якларга алып килгән. Ну башта алар ниндидер күзәтү зандирун үткәргәннәр, берничә кеше генә килгән булганнар. Менә шул дим тугайларын охшатып, шунда күсекләргә карар иткәннәр. Ернең төп хуҗалары инде монда булган Илкәймең атабалары. Алар белән килешеп, сөйләшеп, рәсми рәвештә теркәлеп инде, үзләре кирәкле алымны түләп, йөкләмәләрне үтәп яшәй башлайлар. В селе Тамьян-Таймас имеется действующая средняя школа, что по нынешним временам является большим плюсом, благоприятствующим выживанию сельского поселения. Не случайно, ведь в 90-х годах сельчане вывели проверенную на печальном опыте закономерность. Если есть школа, живо село. Если закрыли школу, село умерло. Детей хотя и не так много, как в прежние годы, но все же они есть, что дает надежду на будущее. Тамян авылдары монда безнең өчәү. Менә безнеке Тамьян-Таймас. Шакрым ераклыкта Урта Тамьян, Ерекле күл дип битне. Аннан аррак Кылтай Тамьян. Кылтай Тамьян дигәне Меңә Фабафы Кылтай Сафаровның яйлауы булган. Менә шу дин буеның сөйләшенә хас үзебезнең диалект барлыкка килгән. Авыл халкы безнең менә бу Тамьян авылларында инде күбрәк куллана ф. Выставленные к нашему приезду стенды с родословными местных семейств наглядно иллюстрировали интерес к изучению собственных корней. Тамьян-Таймас авылында туып үскәнмен. Тамьян ырыуынан Шәгали Шакмандың 17-нче буын варисы буламын. Әбел ягында безнең шәҗәрәләрнең төбе бар иде. Дәвамы юк. Без уларга үзебезнең шәҗәрәнең дәвамын алып килдек. Бөтә шәҗәрәләрне берсенә берсен сагыштырып караганда, безнең бөтә тамырлар туры килделәр. Менә шәҗәрәләр күп халыкны тупларга ярдәм итә. Чөнки менә күптән күрешмәгән 3 туган, 4 туган апайларды, агайларды менә табабыз бит инде. Аларны чатка китереп кушабыз, фотографиялар халабыз. Шул тиклем күңелгә рәхәт. Без үзебез генә яңгыз түгел, без күмәк икән, шул барыда исән икән. Башка авылларга караганда һаман да әлеге менә шу тормышның, дөньяның авырлыгына карамастан, һаман да яшьтәр йортлар халып керәләр, һаман да калырга тырышалар. Баштан
арудың исеме югалтмас өссін, арудың исемен кушкандар Томьян деп. Балалар еш келесек буын білін өссін. Томьян аруынан біздің Мека районында 3 ауыл, Томьян Тоймас, Еріклі көл һәм Кылтай Каран ауылдары. Томьян Тоймас ауылында бүгінгі күнде 560 кіші ешей, Еріклі көл ауылында 20 йортта ямғығы 60 кіші ешей, һәм Кылтай Каран ауылында бүгінгі күнде 755 кіші ешей. Şu 3 ауылда Томьян Тоймас ауылында урта мектеп бар, ямғығы 92 бала оқи. Әйтері керек, яшау үшін бүтін мүмкіндіктер бар ма да, газ кірген, хау кірген, әрбір ауылдала халық тырыш, ұңған. Оставив позади Томьян-Таймас, мы двигаемся в северном направлении от Мейкинского района. Следующей остановкой по пути нашего маршрута будет Туймазинский и Шаранский районы Республики Башкортостан, где мы планируем посетить ряд селений, в которых, согласно документам, также проживают потомки томьянцев. Туймазинский район, куда лежал наш путь, самый большой по численности населения среди прочих муниципальных районов Республики Башкортостан. В сельской местности и в райцентре, городе Туймазы, проживает 131 тысяча человек. Аборигенами здешних мест являются башкиры родов Елан, Канглы, Кобау, Байляр, Кыргыз. Однако прекрасные условия для скотоводства и земледелия стали причиной переселения сюда в качестве припущенников представителей народностей Поволжья, а также башкир-айлинской, кыпчакской и томьянской властей. Село Карамалы-Валит было основано башкирами-томьянцами во второй половине XVIII века. В советское время его переименовали в Гафурово в честь Гафура, первого председателя колхоза, убитого кулаками в период коллективизации. Томьян руы. Мәләуізден келгенлер 1780 жылына мында келгенлер дүрт малай. Бәд мына шуларның біріншіне Күлшура исемлі сенекейінде. Предка бәдінің Күлшура исемлі болған бетінде. Күлшураның ұлы Сейд Баттал, Сейд Батталның ұлы Минникай, Минникайның ұлы Тухбатша, Тухбатшаның ұлы Минняхмет, Минняхметның ұлы мен. Менің ұлым Руслан, Русланның ұлы Дамир. Мәләуіз районынан Новомусина деген ауылдан келгенлер. 1780 жылына. Екі мәхәллә болған, екі мәшіт болған деді. Қозан татарлары һәм мынау башқұртлар. Бізде екі зиярат. Мұсылман ауылы болса да екі зиярат. Қозаннықыларнықы отдельно, біздікі отдельно дінде. Айырылған социалистский урамы полностью Қозан татарларына кірі, коммунистический урамы, молодежный, новый, тепличный урамнары бітін сюда башқұрт жағына келейін. Башкирское кладбище обширно по площади. Над пожухлой травой возвышаются каменные надгробия с арабографичными эпитафиями, состоящими из коранических изречений и надписей на тюрки. Самые старые камни наполовину или полностью ушли под землю. Интересно, что местные томьянцы, по обычаю горных башкир, иногда ограждают могилы деревянными срубами. Біз мына башқұрт зияратында басып тұрабыз. Құлғанай қардашыбының зияраты янында тұрабыз басып. Мәләуіз районынан келген Құлғанай деген кіші Суюшның малайлары была. Суюш деген кішінің малайлары была бетіне. Суюш қартын малайлары. В Национальном архиве Республики Башкортостан мы нашли документ 150-летней давности, подтверждающий слова Миркасима Тухватшина. 1857 года кантонному помощнику 4-го участка припущенники-башкирцы деревни Карамалы-Валитовой по 9-й ревизии 133 души показываем, что слышали мы от предков своих, что у нас есть вотчинная земля Стерлитамакского уезда Томьянской волости при деревне Мусина. Среди подписантов есть и тамга потомка Кулганая Абдулатифа Кулганаева. В том же 1857 году башкиры-припущенники деревни Улкановой, ныне это село Татар-Улканово Туймазинского района, показывали, что у них была вотчинная земля Бузулукского уезда в Томьянской волости. Также башкиры-припущенники аулов Какырбаш и Байрака-Туба нынешнего Туймазинского района сообщали,
Мы пришли на жительство первоначально в деревню Кокырбашеву, этому будет уже более 200 лет, из Тамьянской волости. То есть переселение состоялось в первой половине 17 века. Таким образом, выясняется, что в названных селениях проживают потомки башкир-тамьянцев. На следующий день, несмотря на ненастье, мы отправились в деревню Старый Тамьян Шаранского района Республики Башкортостан. Деревня Старый Тамьян – одна из древнейших деревень в наших краях. Она как бы относится, есть же понятие икские башкиры. Она туда, к этим башкирам относится. Есть также еще Чуваш Тамьян, деревня рядом. Вот. По рассказам старожил, по рассказам аксакалов, это деревня, кто говорит, что с Муслимовского района Татарстана, они с той стороны нынешнего Татарстана имеется в виду, переехали. Кто говорит с Оренбургской области, с деревни Тамьян. Разные разговоры есть. Мы точно пока не знаем, конечно. Вот. Но так в метриках 19 века в основном указаны как башкиры. Атасы башкирт. Например, мои предки также записаны Атасы башкирт. Вот. Но самосознание в деревне, конечно, за последнее советское время, за последние годы советского времени, когда обучение велось на татарском языке, немножко изменилось. Тем более поменялся язык за эти годы. Хотя моя мать работала учительницей в 40-е годы, она в то время еще замечала, что она преподавала где-то около 5 деревень. Она говорила везде разный язык. Поэтому сейчас мы уже не сможем, наверное, узнать, как разговаривали тамьянцы даже 50 лет назад, к сожалению. Здесь необходимо внести пояснение. Помимо упоминавшихся уже Кыртамьянской и Старотамьянской властей Ногайской дороги, была еще третья Тамьянская волость, но на Казанской дороге. Дорога или Юл – это название 4 областей, на которые делилась Башкирия – Ногайская, Казанская, Сибирская и Осинская дороги. Но иногда выделяли 5-ю дорогу – Икскую, то есть башкирские волости, расположенные вдоль течения реки Ик. Они начали формироваться еще до присоединения Башкирии к Московскому царству, когда по призыву казанских ханов, остро нуждавшихся в кавалерии, башкиры южных, восточных и северных районов, в том числе тамьянцы, переселялись в долину Ика, получали тарханные ярлыки и становились частью служилой страты ханства. В Шаранском районе тоже есть село башкир-тамьянцев Барсуково. Вот копия договора от 10 июня 1783 года об их припуске. Ниже подписавшиеся Уфимского уезда Казанской дороги Киргизской волости команды старшины Кадыргула Байсланова разных деревень вотчинники-башкирцы с общего нашего согласия дали сие договорное письмо того же уезда той же Казанской дороги Тамьяновской волости команды старшины Яхии Якупова, деревни Барсуковой, башкирцам Дауту Бекметову с братьями и сыновьями. Еще находясь в Туймазах, мы побывали в гостях у уроженца села Барсукова Ямиля Хасанова, которому в этом году исполнилось 96 лет. Мен Шаран районында Бурсак ауылында туған. 20 жылы 14 февралда. Мына Шуратыр бүйемнен чистокровный башқұрт тілі уже почти жоғалды. Ну, қан жан бет башқұрт барыбырда. В Шаранском районе есть также деревня Новый Тамьян. Чуваш Тамьян, бүгінгі исімі Яңа Тамьян. Чуваш Тамьян белән Иске Тамьянның тарихы уртак, аларның шәҗәрәләре барысы 7 кешегә барып тоташа. Менә картларның әйтүенчә, без менә Тамьяннар, Тамьян башкортлары. Безнең авылда яшәүче картларның әйтүенчә, безнең бабаларыбыз Мөслим ягыннан 80 чакрым ераклыктан килгәннәр.
Һәм 1739 елда монда припуск договорын кул куйганнар. Ул вакытта Чувашай Кучумов килгән. Шул Чувашайдан инде менә бу авылның исеме калган Чуваш Тамьян дип. Упомянутый Чувашай Кучумов был братом Акая Кучумова, главы Тамьянской волости на реке Ик, одного из предводителей башкирского восстания 1735-40 годов, потопленного в крови. Трагедия, постигшая народ, ярко описана в анонимном сочинении с незамысловатым названием «Хикаят», то есть просто повесть. Ее автором был башкир-тамьянец, и датируется оно последней третью XVIII века. Язык сочинений персидский, из чего ясно, что его автором был образованный человек, вероятно, прошедший обучение в медресе. Хикаят можно назвать одним из первых дошедших до наших дней образцов башкирской историографии. Историк Петр Рычков упоминает и более ранние хроники, но они не сохранились. Автор повести пишет, что повстанцам целый год сопутствовала удача. Говоря о доблести тамьянцев, он приводит современную ему поговорку, сравнивая их с родом Сарайлы в составе башкирского объединения Минг. Если спрашиваешь о войне, обратись к тамьянцу. Если спрашиваешь к тяжбе, обратись к сарайлинцу. Тамьянцы известны сражениями, сарайлинцы – спорами. Но затем фортуна отвернулась от повстанцев. Не жалея мрачных красок, писатель описывает неисчислимые страдания, обрушившиеся на головы тамьянцев. Писатель тяжело переживает массовую гибель членов своего клана и местами доходит до плача, заклиная кровью мучеников и не оставляя равнодушными читателей. Настолько реалистично ему удалось передать воспоминания свидетелей той трагедии. Ценность хикаят заключается в том, что она основана на свидетельствах реальных людей, участников восстания 1735-40 годов, в частности, Курмангула Акманаева, родственника Исмака Касаева. Автор хорошо знает топографию Старотамьянской волости и упоминает гору Кунгак, где укрывались икские тамьянцы. Но они и там были настигнуты карателями и перебиты. Их грудные дети, пишет автор, остались подвешенными в своих люльках на ветвях деревьях. Из-за того, что их матери не вернулись к ним, их пожирало воронье, волки и дикие звери. Тамьянская волость на реке Ик была уничтожена. О ее существовании сегодня напоминает лишь топонимия. Название деревень Старый и Новый Тамьян Шаранского района, Старый Тамьян Чикмагушевского района Республики Башкортостан, а также деревня Тамьян Муслюмовского района Республики Татарстан. По старому административному делению территории Муслюмовского и других районов Татарстана, вплоть до набережных Челнов, входили в состав Уфимского уезда, затем Уфимской провинции, охватывавшей всю территорию исторической Башкирии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что селения тамьянцев находились и на левом татарстанском берегу реки Ик. По пути следования мы остановились у моста через реку Ик, близ райцентра Муслюмова. Как и много столетий назад, пастух привычно гонит вдоль реки стадо. Однако приметы с сегодняшнего дня не позволяют забыть о прошедших со временем Акай-Батыра веках. Оставив позади райцентра Муслюмова, направляемся к деревне Тамьян, до которой 14 километров. Судя по разговору, местные жители не знают истории родной деревни, а значит, собственных корней. Если обратиться к метрическим книгам этой самой деревни Тамьян, например, за 1878 год, то можно видеть, что отцы 18 из 20 родившихся в указанный год детей идентифицировались как башкиры, и лишь двое как ясаклы, то есть крестьяне, чьи предки некогда состояли в сословии ясачных татар. Словом, еще в конце XIX века местное население имело четкие представления о собственном происхождении. Рядом с деревней Тамьян находятся села Нижний и Верхний Табын.
в прошлом входившие в состав Иректинской волости, основу которой составляли башкиры-табынцы. Однако целью нашего вояжа в соседний регион было не столько посещение перечисленных выше населенных пунктов, сколько обнаружение места жительства Батыра Акая Кучумова, мятеж которого русское крестьянство Казанской губернии окрестило Акаевщиной. Но как найти его родной юрт? Дело в том, что здесь имеет место тот уникальный случай, когда сохранилось письменное свидетельство о его расположении, и не абы кого, а самого Рычкова. Описывая в своей топографии Оренбургской крепость Нагайбак, ныне это село Нагайбаково Бакалинского района Республики Башкортостан, Рычков писал: «В самых тех местах жилище было славных башкирских бунтовщиков Кусюма и сына его Акая, из коих Кусюм в 1707 году вместе с Алдаром Баем были предводителями, а сын его Акай по причине Оренбургской экспедиции, произошедшего бунта в 1735 году и после обще с Калмеком Абызом, были главными бунтозачинщики. Акая жилище было при Большом озере, кое доднесь называют Акай-Куль или озеро Акаева. Оно от Нагайбака в верстах в 5 на заречной же стороне. Крепость Нагайбак была построена в 1736 году как опорный пункт по подавлению бушевавшего башкирского восстания. В сервисе Яндекс.Карта мы нашли село Нагайбаково. Каково же было наше изумление, когда в нескольких километрах ниже по течению, на противоположном берегу реки Ик, точно как описывал Рычков, обнаружилось озеро Акайское. Поскольку к нему напрямую не было проезда, пришлось ехать кружным путем через уже упоминавшийся райцентр Муслюмова. Мысль о приближении к юрту Акай-Батыра, о котором сохранилось множество преданий, написано большое число литературных и научных текстов, вызывала душевный трепет. В башкирском сказании «Юлай и Салават», записанном почти 100 лет назад фольклористом Мухаммедшой Бурангуловым, есть такие строки: «Саид, Акай и Кучум, Карасакал и Батырша — все там ходили из края в край. По той дороге свободу стране добывали они в мятежах. Поныне живет та дорога, ты знай». Проехав через село Русский Шуган к его окраине, мы увидели озеро Акайское или Акай-Куль. Интересно, что знают местные жители об этих местах? Может быть, здесь сохранились какие-то предания, и мы не обманулись в своих ожиданиях. По старым древним картам, карта озер, вот оно называется Акайское озеро. Старики его в старину тоже так же называли, потому что когда-то у нас здесь в старину жил помещик такой Акай. Легенда про него ходит здесь, потому что с народом он жил дружно, добрый был человек, всех обеспечивал работой. И вот в честь него это было озеро названо. И село Акай-Куль называлось в древности тоже наше. Русский Шуган было село Акай-Куль. В помещике Акаи деревенского предания несложно узнать Акай-Батыр, чей образ, преломившийся в толще веков, принял форму наиболее адекватную сознанию русского крестьянина до революционной эпохи, в какой оно и дошло до наших дней. И все-таки это разительно отличалось от полного беспамятства повстречавшихся нам жителей деревни Тамьян, соплеменников Акая. Между тем, быстро опускавшиеся осенние сумерки вынудили нас тронуться в путь. После нескольких дней путешествия, преодолев расстояние от Магнитогорска до Муслюмова, мы взяли курс на Уфу, хотя оставалось еще одно место, которое непременно нужно было посетить. Это село Старомукменево Осекиевского района Оренбургской области. Но в тот момент, то есть в октябре 2023 года, съездить туда не удалось. Лишь несколько месяцев спустя мы осуществили задуманное. Двигаясь по трассе М5 из Уфы, мы добрались до центра северного района Оренбургской области, села Северное. Затем свернули к бывшему уездному городу Бугуруслану. Оттуда уже рукой было подать до райцентра Осекиева. И вот, наконец, мы собственными глазами увидели реку Большой Кинель. Автор «Хикаят» пишет,
что разгромленные тамьянцы бежали в верховье реки Кинель, однако их укрытие было обнаружено карателями и последовало новое избиение. У истоков Кинеля есть река, которую называют Сазлы-Елга, рассказывает наш историограф. Выше нее есть источник, который сегодня называется Каши-Карылган, поскольку там произошла мученическая смерть многих мусульман. Передают, что в тот день на Сазлы-Елге возник мост из мертвецов. Если прибегнуть к помощи сервиса Яндекс.Карта, то можно легко определить место разыгравшейся трагедии. Вот вершина реки Большой Кинель, а вот речка Саз-Елга, приток Турганника, впадающего в Ток. Между истоками двух рек и произошла та трагедия. Примерный географический ориентир – село Романовка Пономаревского района Оренбургской области. Вдоль течения Кинеля расположено большое число селений, в которых проживают потомки башкир кланов Кыпчак и Тамьян. Это сам райцентр Осикеева, села Старо- и Ново-Султангулово, Старо- и Ново-Кульшарипова, Старо-Мукменево, Кутлуево, Шаммасовка, а также Алькино соседней Самарской области. Двигаясь вдоль течения Кинеля, мы добрались до Старо-Мукменева. По переписи 2010 года здесь проживали более 500 человек. В селе есть кирпичная мечеть. Приход входит в структуру ЦДУМ, аппарат которого с муфтием во главе находится в Уфе. Функционирует сельский клуб и школа, однако чувствуется, что жизнь здесь потихоньку замирает. Молодежи мало, а значит, будущее села должно вызывать опасения. Ну Тамьян дейлер, ну Тамьян теге безнең менә минем бер апа бар, ул лакаб исем ди инде. Там безнең авылның исеме исеме түгел ди. Чын исеме Иске Мөмин ди. Тамьян дип тә сөйләйбез. Тамьян кая килеп чыккан? Ну, Тамьян ул кабиләнең исеме түгелме? Бездә бит менә безне башкортлардан диләр инде, безнең народ башкортлардан менә нигәдер хәзер безнең без башкортлардан дип әйтәселәр килмәй. Без күбрәк менә татарлар дип инде әйтәләр. Определить происхождение и родственные связи жителей села Старо-Мукменево не представляет большого труда. Второе неофициальное название населенного пункта – Тамьян – говорило само за себя. В 1809 году в результате сверки родословных сын основателя деревни Мукменевой Валид Мукменов получил следующее заключение. Аула Мукмин Бугурусланского округа, что по течению Кинеля, башкиру Валиду, сыну Мукмина, с его товарищами мы являемся родственниками. Под документом поставили подписи и тамги, башкиры, уже неоднократно упоминавшиеся деревни Мусина. На приведенной в документе родословной показано, что предки тех и других восходят к Бурашу, сыну князя Итархана Шагали Шакмана. Упомянутый Валид Мукминов зафиксирован и в официальных документах. Ревизская сказка 1816 года. Оренбургской губернии Бугурусланского уезда, деревни Мукменевой, башкирцы. Под номером 9 читаем: Валид Мукменев, 66 лет. Из вышесказанного следует, что башкиры селений Мусина, Карамалы-Валитова, ныне Гафурова, Татар-Улканова и Старо-Мукменева приходятся друг другу родственниками. В советский период истории школы Осикеевского района были интегрированы в систему татарского образования, управлявшуюся из Казани. В итоге в течение жизни 3 поколений у местных тамьянцев произошла смена этнического самосознания с башкирского на татарское. Поэтому неудивительно, что они забыли свою историю и тем самым отсекли себя от сотен поколений своих предков. Безнең мәктәптә хәзер безнең зур мәктәп элек 400-дән артык бала укыйдыр. Хәзер менә быел 19 ел, берсе чыгып китсә 18 кала. И тагын бер 3 елдан гына 1-нче класска балалар килә инде. Юк, наверное, мәктәп бетәр. Әлек безнең авыл гөрләйдер инде, колхоз правда, эш юк. Кайда яшәр китәләр в основном? Ну, в основном Самарада күбрәк. Самарада алар квартиралар, Казанга күбесе китә, эшкә баралар Москвага, Сибирьдә эшләп йөриләр. Уезжая из Старо-Мукменева, мы заметили на склоне возвышенности выложенную из камня надпись «Тамьян», являющуюся ключом к прошлому, а значит и к будущему. Но чтобы шагнуть в будущее, необходимо восстановить связь времен.
необходимо соединить в одну линию сегодня, завтра и вчера, и тем самым обрести силу и дух предков. Если отбросить метафизические категории, то знание прошлого – необходимое условие сохранения самобытности, культуры, языка, идентичности. Его необходимо знать, чтобы оставаться субъектом истории и не пополнить огромный список исчезнувших народов. На этом наше путешествие подходит к концу, но не торопитесь уходить от телевизора или монитора компьютера. Впереди вас ждет еще один интересный момент нашего фильма «Исследование», а именно вопрос о происхождении томьянцев. Еще в XIX веке известный русский тюрколог Николай Аристов сопоставил башкирский этноним «тамьян» с «тама», названием племени в составе нагайцев, узбеков и казахов, и предположил их генетическую связь. В дальнейшем этой версии придерживался башкирский этнограф Раиль Кузеев. Метод сопоставления родовой структуры до недавнего времени был основным для реконструкции этногенеза тюркских народов. Однако сегодня появились дополнительные инструменты, в частности, популяционная генетика, способная верифицировать старые гипотезы. Надо отметить, что генофонд томьян вообще состоит из двух гаплогрупп Y-ДНК. Это основная у них, мажорная, так скажем, R1A, Z2123. Общий возраст этой ветви среди башкир больше 1000 лет. То есть, большинство томьянцев уже вряд ли можно отнести к каким-то тома, выходцам из Золотой Орды. Большинство. Также выяснилось, что гаплогруппа R1AZ2123 или R1ASюр52, являющаяся основной у томьянцев, оказалась идентичной гаплогруппе башкир рода Кыпчак. Есть предводитель томьянцев, Шигали Шакман, который к Грозному ходил принимать подданство. И у кипчаков Каракужак, они оказались из одной линии. То есть это какие-то башкирские именно кипчаки, то есть не общие тюркские какие-то линии, а вот башкирские, у которых общий предок жил 1200, примерно 1300 лет назад. И они, соответственно, конечно, с раннего Средневековья здесь находятся, и никаким ордынцам они не имеют отношения. Таким образом, генетика поставила окончательную точку в данном вопросе и заставила вспомнить, что еще в середине XIX века, то есть еще до Аристова, другой русский историк и этнограф Павел Небольсин, побывавший в Башкирии, писал: «В 10-м кантоне целая область носит название кыпчакских властей, собственно, Джидеру, Семиземелье. Волости эти суть – Кыпчак, Кара-Кыпчак, Суун-Кыпчак, Бусмаш-Кыпчак, Чанким-Кыпчак, Карагай-Кыпчак и Тамьян-Кыпчак». Таким образом, род Тамьян, по всей видимости, был подразделением кыпчакского объединения, которое очень рано, в XIV-XV веках, выделился в отдельный клан. Исследования в области палеогенетики, проведенные венгерскими учеными, произвели сенсацию среди специалистов. Оказалось, что венгерские короли из династии Арпадов, приведшие Мадьяр с востока на Дунай, также относились к упомянутой выше гаплогруппе. Предки Арпадов и предки южных башкир принадлежат к одной линии. Просто надо отметить, что когда мы говорим предки Арпадов, мы не имеем в виду, что их много. Династия, элита, она всегда малочисленная была. И то же самое надо сказать к венграм. Вот если сейчас современных венгров посмотреть, у них нет такой линии. То есть эта династия угасла и пропала. А у башкир это очень распространенная линия, это почти весь юг Башкортостана к ней принадлежит. Кипчаки, Телеу, Тамьян и некоторые еще рода, в меньшем количестве. Но надо отметить, что общий их предок жил примерно 1500 лет назад, плюс-минус 100-200 лет. Вот. И их нельзя прямо сказать, что это были башкиры или это были венгры, угры какие-то. Сами венгры, кстати, исследователь, который занимался палеогенетикой, они говорят, что их династия – это вообще тюрки. Согласно известному российскому тюркологу Сергею Кляшторному и другим, в середине первого тысячелетия нашей эры
Степи современного Казахстана заняли вытесненные аварами тюркоязычные племена, известные в китайских источниках как Теле. Среди них находились предки кыпчаков, а значит и тамьянцев, которые несколько веков спустя, еще в домонгольский период, вошли в состав башкирского этноса. Как писал этнограф Раиль Гумерович Кузеев, тамьянцы представляли собой одно из наиболее мощных и многолюдных объединений башкир. Он полагал, что численность клана в начале XVIII века составляла около 21 тысячи человек. Эта цифра появилась так. В 1725 году Башкирию с разведывательной целью под видом купца посетил кунгурский бургомистр Юхнев, насчитавший в Верхнетамьянской и Нижнетамьянской властях около 7 тысяч мужчин, способных воевать. Умножив эту цифру на 3, он получил 21 тысячу, хотя при подобных подсчетах обычно умножают на 5. Сегодняшнюю численность тамьянцев подсчитать трудно. В одном только Абзелиловском районе проживает 45 тысяч человек, большая часть которых относит себя к роду тамьян. Как мы видели, селения тамьянцев разбросаны по огромной территории, от Магнитогорска до Бугуруслана. Говорят они на всех 4 диалектах башкирского языка – восточном, южном, демском, северо-западном и даже на татарском языке. Хочется, чтобы представители рода тамьян не забывали своей славной многовековой истории, вкратце изложенной в нашем фильме «Исследование». На этом все. До новых встреч. Уфукта күренһә дошман